Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лейсан Сабирова, и о самом главном коротко. День великого и могучего и его основателя. Пушкин упорядочил русский литературный язык. Что современные дети знают об Александре Сергеевиче Пушкине, узнал Дмитрий Аринин. Сфера знаний. Поставили шатер достаточно быстро, и работать он будет на протяжении всего лета. Что в себе таят шатры к Кубку Конфедерации и чем они помогут иностранным туристам, узнал Рамиль Шайдуллин. Автотрезвость в Татарстане. Четверть всех ДТП у нас происходит по вине пьяных водителей. Как водители будут учить трезвому вождению, расскажет Александр Севастьянова. Лето конкретно задерживается. Сегодня таксист сказал, говорит, 38 лет назад так же было. О мемах, здоровье и бизнесе без лета Салават Мухаммадулян. Татарстан вместе со всей страной сегодня отмечает Международный день русского языка. Этот праздник учрежден ООН в 2010 году. Русский язык сейчас один из наиболее распространенных языков мира. Если точно, 6-й. Датой праздника взято тоже 6 число – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Именно этот поэт, как считают, сотворил современное очертание и раскрыл то, что потом назвали великим и могучим. О роли русского языка в жизни Татарстана и о современном звучании пушкинских слов Дмитрий Аринин. Александр Сергеевич Пушкин – основоположник современного литературного русского языка. И, как говорят, наше все. И опять же, по народному толкованию, он же за все в ответе. Аринин, тот себя дверь будет закрывать. Пушкин, что ли? Именно Пушкин вложил в уста уже не одного поколения поэтически оформленные главные слова. Те, которые порой так трудно сказать. «Предвижу все. Вас оскорбит печальные тайны объяснения. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит». И сейчас в век СМС и соцсетей, пожалуй, уместны будут «Я к вам пишу, чего же более». Казанскую же школьницу Айлину Мухамедшину пока поражает «У лукоморья дуб зеленый». Не знаю, нравятся мне эти строчки. И такие знатоки русского языка и любители Пушкина сегодня встретились у памятника поэту, возложили цветы и изложили то, что расцвело бурным цветом благодаря Пушкину. На русском языке можно высказать самые тончайшие мысли человека. Кроме всего, на русском языке еще написаны величайшие литературные произведения. Пушкин упорядочил русский литературный язык. Он сделал доступнее русский литературный язык всем людям. К участникам митинга сегодня присоединились Рустам Минниханов и Ментимир Шаймиев. Как позже отметил президент уже для более широкой аудитории, в нашей многонациональной республике русский язык стал языком дружбы и взаимопонимания. Дорогие друзья, многообразие языков, традиций и культур – наше бесценное богатство. Связующей нитью здесь является русский язык. Благодарю всех, кто участвует в деле его сохранения, развития и приумножения. И по этой стезе, как еще отметил президент, Татарстан всегда будет идти широкой поступью. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Оставаясь верными братскому добрососедству, сегодня Рустам Минниханов встретился с активом Русского национально-культурного объединения Татарстана. Организация 5-й год, но за это время у нее уже появилось 42 отделения по всей республике. А в прошлом году и свой исполком, чтобы координировать работу, наращивающей темп структуры. В этом году объединение готовится открыть несколько памятников выдающимся русским людям. И это не все задумки. Чувствуем, вот каждой клеточкой решается вопрос здания культурного центра имени Пушкина. Те люди, которые борются за язык для своих политических, целей, а есть люди, которые реально делают много для того, чтобы язык и развивался, и сохранился, и приумножался.
Угрозы нет. Сегодня представители ФСБ России рассказали журналистам о том, как будет обеспечена безопасность проведения игр Кубка Конфедерации. Напомним, она стартует в России 17 июня. А уже 18 июня на стадионе «Казань-Арена» состоится матч между командами Португалии и Мексики. Подробнее о мерах безопасности игр по телефону сообщит собственный корреспондент ТНВ в Москве Дина Газалеева. Уже с завтрашнего дня футбольные болельщики со всего мира смогут въехать в Россию без визы. Для этого им понадобится только паспорт болельщика. Заявку на изготовление такого документа подали 200 тысяч иностранцев. Треть уже получили их на руки. Об этом сегодня заявили в ТАРТАСС представители оперативного штаба, созданного в России между ведомствами для эффективной и слаженной работы. И основное ее направление – это безопасность, к обеспечению которой привлечены все сотрудники правоохранительной системы. Матчи стартуют 17 июня и будут идти по 2 июля в 4 городах страны – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На стадионе «Казань-Арена» первый матч пройдет уже 18 июня между командами Португалии и Мексики. По словам сотрудников ФСБ, меры безопасности предприняты очень серьезные. В первую очередь силовики отрабатывают мероприятия по террористической угрозе. Усиленно так называемые фильтрационные действия на границе с Россией. Тех, кого Федеральная служба безопасности подозревает в связях с международным терроризмом, просто не пускают в страну. При этом, по словам силовиков, усилена оперативно-розыскная деятельность в регионах, цель которой выявить законспирированные ячейки пособников террористов. Вдвое усиленно будет охраняться воздушное пространство над местами проведения матчей Кубка. Также более тщательными станут досмотры на вокзалах. Как сегодня заявил журналистам руководитель межведомственной группы по обеспечению безопасности проведения игр, на текущий момент угрозы не выявлены. Между тем, особые требования предусмотрены и к болельщикам. Под Кубок Конфедерации определен дополнительный список, отдельный список предметов, которые запрещено проносить на стадионы. И среди них как раз есть и пиротехнические, естественно, средства, и средства, скажем, наглядной агитации, и флаги, баннеры и так далее, на которых содержат в себе лозунги экстремистского, в том числе российского характера. То есть такие средства запрещено проносить на стадионы. Турист не потеряется. Сегодня в Казани заработали мобильные информационные пункты. Здесь каждый гость матчей Кубка Конфедерации узнает о знаковых и полезных местах Татарстана. Необычные шатры появились в самых туристических местах столицы. Предварительно Татарстан в эти дни посетят от 150 до 200 тысяч человек. Что они узнают, приехав в Казань, Рамиль Шайдуллин. Hello. Здравствуйте. С открытым сердцем к каждому гостю юные волонтеры готовы принимать туристов. Наплывы ждут со всего мира. Их задача – первая информационная помощь гражданину любой страны. Конечно, все, в принципе, волонтеры знают английский язык, но для исключения мы используем такие наши путеводители, которые изданы на 5 языках специально. Это испанский, немецкий, английский, китайский и, конечно же, русский. Каждый путеводитель вобрал в себя самый смак учреждений Татарстана. Здесь указано и где вкусно поесть днем, и хорошо отдохнуть ночью. А говоря о светском и духовном, в немалые доли путеводителя театры и храмы. Перед вами на экране Шагамудин Мураджани. Обратите внимание, как здесь он представлен. Это шуба. Исторические персонажи в трехмерном формате. Туристов готов принять и музей старо-татарской слободы, где о древнем рассказывает современность. Через тач-интерфейсы знакомство с историей начинается буквально с кончиков пальцев. Концепция нашего музея состоит в том, чтобы кратко, емко, в режиме схожим на киносеансы в кинотеатре, принимать гостей. И мы кратко и емко рассказываем о становлении и развитии старо-татарской слободы в городе Казань. Музей создали за год, успели к предстоящему наплыву туристов. Предполагаем, что в эти дни в городе будет находиться примерно на 40% больше туристов, чем обычно. Куда пойдут все эти люди, должны ответить мобильные информационные пункты. Точки А в маршруте каждого туриста. Только появились шатры с виду как футбольные мячи. Поставили шатер достаточно быстро, и работать он будет на протяжении всего лета. Каждый день с утра и до вечера в шатрах уже работают по 3 волонтера. Найти их несложно. Такие пункты в самых туристических местах Казани. У театра Камала, Казанского Кремля, на улицах Моржани, Баумана и их перекрестке. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарибов, ТНВ, Казань. Пить нельзя, рулить. В Татарстане появится новый проект «Автотрезвость». Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в Казани. Республика – 11-й регион, который присоединился к национальной программе. Авторы надеются, что это поможет снизить смертность на дорогах по вине пьяных водителей. Как дороги сделают безопасными, а водителей трезвыми. Александра Севастьянова.
Пятки к носочку. Чтобы не быть голословными, упражнения испытали на себе. Такой тест теперь будут проходить все ученики автошкол в рамках обучающего курса «Алкоголь и вождение». Это часть программы «Автотрезвость». Теперь одеваем очки. В этих очках глаза человека видят так же, как при состоянии алкогольного опьянения. Походка в прямом смысле становится пьяной. В середину пальца попала. Снимайте. А какая степень опьянения в этих очках? Где-то порядка 0,6 промилле. Это сколько надо выпить, чтобы вот такое состояние было? В 2 раза больше, чем то, за что в России наступает наказание административное. Тренировки, по мнению авторов, с самого начала дадут понять ученикам, что руль и алкоголь несовместимы. В автошколы курс внедрят в июне. По совету психологов мы ушли от частички «не пей, не делай, не ходи». Идем по позитиву. Будь трезв за рулем, трезвые руля. По вине пьяных водителей ежегодно в России травмы получают 45 миллионов человек. Эта цифра сопоставима с населением Испании. В Татарстане только за прошлый год погибли более 100 человек. Четверть всех ДТП у нас происходит по вине пьяных водителей. По штрафам более жесткие меры уже, можно сказать, введены. 30 тысяч рублей ни у кого они не лишние. Но штрафные санкции ситуацию кардинально не изменили. Показатели по пьяным ДТП за последние 2 года улучшились лишь на 10%. Мы выбрали 10 передовых автошкол, сделаем такой тестовый пилотный проект. Я думаю, он долго не затянется. И после того мы перейдем ко 2-му этапу и будем повсеместно распространять в Татарстане. На стоимость обучения в автошколах проект не повлияет. Как минимум к основному курсу обучения добавят 16 занятий. Первые результаты ждут уже в декабре. Александр Севастьянов, Марат Светгараев, ТНВ, Казань. Из свалки в зеленую зону на территории Самосыровского полигона идет рекультивация отходов. Сейчас снимается часть верхушки мусорного айсберга. Вместо него обещают зеленые холмы. На это потратят 274 миллиона рублей. О работах, сроках и где сейчас складируются отходы казанцев, детали у Альбины Минибаевой. Непрерывное движение грузовиков. Из одного края Самосыровской свалки в другой техника работает постоянно. Водители даже не считают, сколько кругов наматывают. Даже не могу сказать, но много получается. Везем туда и укладываем в свалку. Свалка закрыта с 2013 года, но тем не менее жизнь на ней не прекращается. Постоянно курсируют подобные КАМАЗы, которые перерабатывают уже грунт, который смешался с мусором. Обещать, что на макушке самой Самосыровской свалки появится растительность. На площади в 29 гектаров развернулся масштабный проект, и состоять он будет из нескольких этапов. Первый этап – это захоронение и рекультивация Самосыровской свалки. Здесь будут холмы, зеленые холмы. Утопать в зелени свалка за 274 миллиона рублей будет к следующему году. Проведут и трубопровод, по которому пойдет биогаз. Часть склона уберут, покроют специальной пленкой. Не думаю, что это будет санаторная зона на самом деле. Вообще на мировой практике минимум 10 лет должно пройти для того, чтобы здесь уже можно было реально получать удовольствие. Сейчас большинство бытовых отходов складируют на полигоне Восточный. Это порядка 1000 тонн в день. Здесь будет также насыпан мусор, уплотнен. После него будет слой пересыпки в обязательном порядке грунтом. И потом следующие слои в таком же порядке пошли. Поглотить часть городских отходов должен мусоросжигательный завод. Но как он будет выглядеть, сейчас у исполкома даже проекта нет. Все будет с представителями обсуждаться экология, специалистами в этой области, лучшими мировыми практиками и обязательно с общественностью и нашими гражданами. Остается грамотно сортировать мусор, чтобы хотя бы часть отходов шла на переработку. Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в программе. Лето конкретно задерживается. Сегодня таксист сказал, говорит, 38 лет назад так же было. О мемах, здоровье и бизнесе без лета. Салават Мухаммадулян. Коллектив, который не просто исполняет народные песни и танцы. Ценность этого коллектива в том, что он является семейным. Мало того, что участвуют, они получают удовольствие от того, что они делают. Об ансамбле «Оберег» Эльмира Шеймарданова. Татарстан заинтересован в развитии отношений с Бельгией. Об этом сегодня Рустам Минниханов сказал послу Бельгии в России Жану Артуру Рыжебо. Напомним, накануне в Министерстве промышленности и торговли Татарстана обсудили перспективы развития сотрудничества и расширения объемов торговли. Позже в Госсовете Республики посол Бельгии в России встретился с Фаридом Мухаммедшиным. Стороны затронули широкий круг вопросов, в том числе ситуацию на международной арене. По словам господина Рыжебо, регионы Бельгии сейчас ищут новые формы развития сотрудничества с субъектами России.
Цены на сырье растут, искать рынки сбыта все сложнее, а торговые сети закрывают двери. Сегодня производители и поставщики строительных материалов собрались за круглым столом в агентстве РБК «Татарстан». Сюда же пригласили и представителей Министерства промышленности и торговли. О том, как участники рынка стройматериалов выстраивают отношения. Альбина Салгараева. Здесь производят фасадные панели, подкладочный профиль и террасные доски. Компания по производству строительных материалов более 6 лет на рынке. Производство высокотехнологичное, сырье отечественное. Здесь полный цикл производства. Вот в эту емкость заливается древесная мука, затем в нее добавляются полимеры, красители и другие вещества. Все это перемешивается под высокой температурой, и уже через формовочную голову выходит готовое изделие. Рынки сбыта налажены, но продают в основном по России и в страны зарубежья. Вошли в десятки торговых сетей, но каждый раз, чтобы положить на прилавки свои строительные материалы, нужно сломать бюрократическую стену. Проблема работы с сетями, конечно же, это первая цена. Второе, то, что сети превратились в бездушную машину. Они создали просто свои шаблоны договоров и не хотят не отступать от своих вот этих пунктов. Что сейчас происходит? На вопросы и ответы искали сегодня сообща. Самое главное, как попасть на прилавки крупных сетей. Там сегодня татарстанские бренды представлены минимально. Завод-производитель гипсовых смесей из Камского устья, предприятие молодое и вовсе работает только с торговыми домами. Приобретение наших материалов осуществляется уже по предоплате. То есть компания не может, поскольку мы молодое предприятие, не может замораживать средства на 45-60 дней, как того требует при работе с сетью. А вот, как утверждает представитель одной из крупных торговых сетей, попасть к ним очень просто. Тем более, что они тоже ждут татарстанские предприятия. Иногда и не знали просто о них, да, и задачей в прошлом году мы поставили себе узнать как можно больше о существующих производителях. В то же время поставщики часто не понимали, как достучаться, как прийти в сеть, с чего начать. Может быть, они слышали какие-то слухи о сложностях работы. Острых углов за круглым столом сегодня выявили немало, но при этом стало совершенно ясно. Сегодня наметился рост спроса в пользу отечественного сырья и материалов. Альбина Салгараева, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Без любви не быть большой семье, а без верности не крепнут отношения. Так считает многодетная семья Алексеевых из Верхнеуслонского района. Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». На этот раз в кадре супруги, которые прожили вместе более 40 лет и воспитали шестерых детей. В семейную идиллию окунулась Аделя Кламиц. Ой, да ладно, ну. Счастливых выдают глаза. Это про них, супругов Алексеевых. Александр и Галина вместе более 40 лет. Живут на берегу реки, воспитывают шестерых детей, 4 из которых приемные. Взрослые, старшие, родные ушли, уехали в Казань. Стало очень скучно, одиноко. Захотелось мне. Предложила Саша. Вот. Он сначала растерялся, а потом ночь проспал, утром проснулся и говорит: я не против. Взяли девочку, захотели вторую, но столкнулись с препятствием. Через несколько дней звонит она мне и говорит: ой, Галина, мне так неудобно перед вами. К сожалению, министерство не дает, не разрешает делить детей. А у Оли 2 брата. Ой, я говорю, я не смогу, столько-то уже много детей. В этот момент волевое решение принял муж. Действительно, как семью можно разрушить? Ну да. Это же вообще несправедливо будет. Во-первых, несправедливо для всех. И поэтому, нет, в этом смысле не было, даже если 5 бы было. Так Алексеевы стали многодетными. Он учитель истории, она русского языка. А дети их гордость. Всегда были и будут скромные и благодарные. Хорошие, добрые родители. Не быть эгоистом. Многое дало. Спасибо родителям. Сейчас у Алексеевых растут внуки, а дети убеждены. Большая семья счастья и пример для многих. 3 года назад Алексеевы были награждены медалью за любовь и верность. Вот эти 2 кубка. Сюда, ну вот же это, наливаем шампанское и пьем. На взаимной любви и верности крепнут отношения. С каждым годом все больше. Так и должно быть, признаются супруги. Только так можно построить настоящее семейное счастье. Счастье в большинстве! Аделя Кламиц, Гульнара Тимуршина, Шавкат Гиматудинов. ТНВ, Верхнеуслонский район. Одни из хранителей русского фольклора – ансамбль «Оберег». Вот уже 25 лет традиционно в этот день коллектив собирается, чтобы подарить татарстанцам радость встречи с народным искусством. Они восстанавливают по крупицам обряды и оберегают диалекты русского языка. Что из этого получается? Эльмира Шеймарданова.
Вот уже не одно десятилетие сохраняют традиции и, конечно же, русский язык участники ансамбля «Оберег». В словаре выдающегося этнографа Даля оберег трактуется как талисман, заговоры от разрушительных чар. Бережное отношение к традициям в коллективе абсолютно во всем, в каждой детали. Здесь нет ничего случайного, начиная от костюмов, а не точные копии подлинных народных, и заканчивая песнями. Костюмы у нас, вот выкройки, рубаха, сарафанов, точно такие, которые были здесь 100 лет назад. Это костюм местный, пестричинский. Вот на мне платок, который мы, в общем-то, нашли в экспедиции. Возраст участников коллектива от 3 до 50 лет. Одного народного пения и танцев им показалось мало, и в Обереге занялись фольклорным театром. Мы приходим с семьей, приходят друзья, приятели. Все протекают в результате, потому что это объединяет людей. Мы возрождаем традиции. То, что было забыто, то, что укоренилось, мы теперь это хотим вернуть. Это кугиклы, каляки, жалейки. Девушки освоили древние инструменты. Сегодня ансамбль «Оберег» – ведущий фольклорный коллектив. Восстанавливают старинные обряды, песни и сказки. Недавно узнали, что выражение «шаром» зародилось в Казани. Добывался особо такой крупный, чистый песок. Может быть, он был шарообразной формы. Его называли шара. Этот песок был нужен людям для постройки домов. И поскольку брали его бесплатно, никому за это не платили, то потом в народе возникло такое расхожее словосочетание «взять на шар». Впереди у солистов «Оберега» этнографическая экспедиция по Татарстану. Не здоровье, дома не здоровье. Эльмира Шаймарданова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Ураганный ветер, ливни и грозы надвигаются на республику. Об этом сегодня сообщила МЧС республики. Тем временем бизнесмены бьют тревогу. Летняя торговля замерла. Врачи боятся наплыва больных ОРВИ. А в интернете уже не надеются дождаться лета. Как приход сентября в начале июня изменил общественные устои. Салават Мухаммадуллин. Очки, крем против загара, кепка. Все это нам не нужно. Куртка, резиновые сапоги, зонт. Так мы встречаем лето. Нет. Так мы встречаем осеннюю погоду летом. Постоянные дожди, 10 градусов. Такая аномалия последний раз была в 2008-м. Ролики с валенками, укутанные коты и лето длиною в день. Аномально холодное лето стало темой номер 1 для народного творчества. Им вторят представители шоу-бизнеса. Эльмира Калимуллина предложила подписчикам такой летний наряд, а кто-то уже связал к лету шарф. Погода очень сильно влияет на продажи. И их бизнес губит холод. В печали владельцы летних прилавков. Продавцы кваса и арендодатели велосипедов вовсе закрылись. Публика в парках только мимоходом. Мы напрямую зависим от количества людей в парке. И люди не очень любят гулять в такую погоду. Это на нас очень сильно сказывается. Где ты, лето? Вопрос для некоторых горожан стал риторическим. Отвечают стихами и байками. Сегодня таксист сказал, говорит, 38 лет назад так же было. Я не знаю. Нету лета. В душе вот тут. Мне кажется, оно просто дает нам время подготовиться, чтобы мы сходили в спортзал. Если говорить серьезно, то такой нетеплый июнь может повлиять на здоровье человека, говорят врачи. На повестке ОРЗ и ОРВИ. Люди одеваются, конечно, не по погоде, да. Особенно это касается молодых людей, да, которые в первую очередь заботятся о красоте, но не о том, чтобы комфортно и тепло одеться по погоде. Метеорологи не вселяют оптимизма. Ждать лета пока не стоит, говорят они. Сейчас республика находится во власти североатлантического циклона, и завтра республику ждет порывистый ветер с грозами и ливнем. Температурный фон на 6-7 градусов ниже климатической нормы. И пока каких-то кардинальных перемен в погоде мы не ожидаем. А значит, перебирать гардероб пока не стоит. Лето остается только ждать, а оно все равно наступит когда-нибудь. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Разбил служебный автомобиль, вины не признал, утверждая, что виноват работодатель. Пьяный водитель устроил крупную аварию на проспекте Амирхана, Казани. Подробности через несколько минут. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Далее в выпуске «Спорт» и прогноз погоды. До встречи в 21:30. Мы
Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Только в июне в аквапарке «Ривьера» пляж с бассейном и 5D кино в подарок. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. Не пропустите! С 14 по 18 июня ювелирная выставка на Казанской ярмарке. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Посмотри, как носит эхо квас, закамский высший класс. Ай, этот квас родной, он любимый и живой. Освежает и бодрит. Квас закамский — это хит. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 180 тысяч не предел. Подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче в преддверии Кубка Конфедерации. Встреча в Будапеште закончилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Футболист Рубина Максим Канунников остался в запасе и на поле не вышел. А юные представители футбола разыграли свой титул. В Казани завершились финальные игры городского этапа по футболу турнира «Кожаный мяч». 100 лучших команд школ нашей столицы боролись за главный кубок. И только один коллектив заслужил право выхода на российское первенство. Чемпионами стали ребята из Кировского района нашего города. Эти ребята учились играть в футбол не в специальных школах или у тренера, они гоняли мяч во дворах. Команды набирались уже в учебных заведениях. Благодаря кожаному мячу кто-то из участников может начать профессиональную карьеру и впоследствии стать знаменитым футболистом. Мы выиграли городские соревнования, сейчас мы вышли в Татарку, и у нас дальнейшие планы выиграть ее, Татарку, и выйти в Россию, и там тоже показать себя. К новостям волейбола. В Казани впервые прошел чемпионат среди корпоративных команд нашей столицы. 7 крупных предприятий города вышли на одну из лучших площадок по волейболу в спортивном комплексе «Олимпиец». На протяжении 4 туров команды провели по 12 матчей. Такого масштаба чемпионата среди коллективов-любителей в стране еще не было. В результате серьезной битвы на первой строчке турнирной таблицы оказались представители Татспиртпрома. Второе место Тулпар Интерьер Групп, волейболисты Сбербанка замкнули призовую тройку. На очереди осенний чемпионат, который стартует в октябре. До этого 17 июня пройдет однодневный турнир. Мы решили с этого года попробовать провести турнир по волейболу среди корпоративных команд, и он у нас завершился очень удачно. Собралось 7 дружных корпоративных коллективов, одних из крупнейших компаний города Казани, и действительно он удался. Воспитанник татарстанской школы самбо стал вторым на первенстве России. Прошедший в Казани турнир собрал более 900 спортсменов из 78 регионов страны. По итогам соревнований татарстанский самбист Булат Шайдуллин стал серебряным призером турнира. Благодаря достигнутому результату он вошел в состав сборной России. Всего же Татарстан на турнире представляли 11 спортсменов. Все они показали отличную физическую и техническую подготовку, составив хорошую конкуренцию ведущим борцам страны. Напомним, что данный турнир является отборочным на международные старты по самбо «Победа» среди команд городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов России среди юношей. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Завтра в республике станет теплее, но не обойдется без осадков. Подробнее после полезной информации. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца июня при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. А теперь о погоде. По прогнозу Яндекс.Погоды завтра на юго-востоке небо прояснится, но осадки не прекратятся. Ночные температуры около 7 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут плюс 16. На северо-востоке ночью без осадков плюс 4. Днем местами пройдут дожди и до 17 градусов выше нуля. На севере Татарстана переменная облачность, ночью без осадков и до 4 градусов тепла. Днем местами с дождем плюс 17. На северо-западе облачная погода с прояснениями. Временами с дождем. Ночные температуры около 4 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 17 градусов выше нуля. На юго-западе переменная облачность. Временами пройдут небольшие дожди. Ночные температуры плюс 7. Днем около 16 тепла. В центральных районах республики ночью без осадков. Около 5 градусов тепла. Днем местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут 17 градусов. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. О погоде в столице. Предстоящей ночью в Казани без осадков плюс 5, плюс 7. Днем временами пройдут дожди плюс 16-18. Ветер западный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.